И мы снова приветствуем вас на нашем канале. В нашем сегодняшнем обзоре мы предлагаем вам поговорить о долгожданном продолжении франшизы «Неудержимые». Премьера первой части «Неудержимых» состоялась в 2010 году. Имея серьезный актерский состав и $82 миллиона в качестве бюджета, первой части удалось собрать в прокате почти $300 миллионов. Стоит отметить, что оба фильма получили среднюю оценку не только критиков, но и зрителей. Однако решение снять третью часть франшизы уже было принято. «Неудержимые 3» появились на больших экранах также спустя 2 года, в 2014 году, и при бюджете в $90 миллионов картина собрала для себя минимальную кассу, чуть больше $200 миллионов, и плохую критику вдобавок. Все это, очевидно, пошатнуло мечты создателей на четвертую часть. Странно, потому что режиссер у «Неудержимых» менялся с каждой частью, поэтому каждый привносил туда что-то свое, и вроде бы жаловаться на скучную ленту не было поводов. Более того, у «Неудержимых» все 3 фильма был постоянный звездный мужской состав. Это даже можно назвать козырем создателей. Однако, судя по всему, все это не помогло картине стать качественнее и интереснее. Но в том же 2014 году, после выхода третьей части, стало известно, что студия планирует снять продолжение «Неудержимых». Тогда поговаривали, что к касту ленты, возможно, примкнет Пирс Броснан. Вот как он тогда отреагировал на эти новости, цитата. «Я сказал продюсеру Ави Лернеру, что все зависит от моего времени и наличия хорошего сценария. И если я вам понадоблюсь, то вы знаете, где меня найти. Это же чистой воды развлечение. Я наслышан об Ави и его фильмах. Они получаются очень увлекательными». Конец цитаты. Увы, актер в итоге отказался от съемок в «Неудержимых 4». По крайней мере, больше разговоров об его участии в картине не велось. Справедливости ради отметим, что Пирс Броснан был не один. Еще в 2016 году ходили слухи, что в новой части «Неудержимых» точно появятся как минимум 3 основных актера: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стейтем. Однако уже в 2017 году появились новости о том, что Сильвестр Сталлоне отказался от своего гонорара в $20 миллионов и покинул проект. Здесь отметим, что Сталлоне был режиссером первой части «Неудержимых», то есть именно он запустил франшизу в производство, и позже он также принимал активное участие в судьбе картины. И вот, по слухам, Сталлоне решил покинуть проект из-за ссоры с продюсером Ави Лернером. У них не сошлись взгляды насчет нового режиссера картины, сценария, а также компании, которая будет работать над созданием визуальных эффектов. За слабые визуальные эффекты, кстати, и была раскритикована третья часть франшизы. Ави Лернер прокомментировал ситуацию следующим образом, цитата. «Очевидно, что мы сейчас в меньшей степени друзья, чем раньше. Я все равно думаю, что он мировая икона, но давайте на чистоту. Я подобрал Слая, когда никто не хотел его нанимать, и дал ему Рэмбо 4 и «Неудержимых». Я считаю, что подарил ему новую жизнь. Мы снимем «Неудержимых 4» без Сильвестра Сталлоне. У нас есть сценарий, мы работаем над ним. Посмотрите на Бэтмена или Человека-паука. Там они меняли актеров». Конец цитаты. 3 дня спустя поклонников «Неудержимых» потрясла другая новость. По официальному заявлению Арнольда Шварценеггера, он не будет участвовать в создании 4-й части без Сильвестра Сталлоне, так как просто не видит эту ленту без него. Но расстраиваться, похоже, пока рано. В январе этого года Сталлоне разместил в своем инстаграме кадр из «Неудержимых», добавив подпись «Они возвращаются». Кто знает, может, ему удалось прийти к миру с продюсером, и мы увидим его в 4-й части. А где Сталлоне, там и Шварценеггер. Как вы уже поняли, проект под названием «Неудержимые 4» пока что все еще висит на волоске. Поэтому ни о какой точной дате премьеры речь пока не идет. Как, собственно, и о сюжете, полном актерском составе, режиссере, месте и дате съемок. Хотя поговаривают, что в этот раз «Неудержимые» могут заехать в Китай. В общем, у фильма до сих пор ничего нет. Но мы надеемся, что эти 4 года с премьеры третьей части создатели были заняты разработкой поистине широкомасштабного боевика, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. При этом ходят слухи, что 4-я часть «Неудержимых» станет последней в своей серии. Но мы таким слухам не верим, потому как известно, все всегда очень зависит от сборов ленты и от реакции зрителей на фильм. Вот и все, что мы приготовили для вас на сегодня. Оставляйте комментарии и лайки, подписывайтесь, рассказывайте о нашем канале друзьям и смотрите сериалы на coldfilm.ru. До новых обзоров. Пока-пока.